Более 10 миллиардов рублей составила сумма подписанных соглашений в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020». Предполагается, что Сибай станет точкой притяжения для бизнеса. Насколько это возможно, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения вместе с бизнес-омбудсменом Башкортостана Флюром Исадуллиным. Флюр Минзагитович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала дадим оценку тому, как прошел сабантуй «Зауралье-2020» вот в этом году. Сабантуй, если говорить как обыватель, прошел хорошо. Это не будет неверно с моей точки зрения. Я обычно оцениваю все инвест-мероприятия с точки зрения привлеченных средств, налаживаемых связей. С этой точки зрения прошел великолепно, потому что, как вы сказали, соглашение было подписано более 10 миллиардов рублей. Откроются новые производства, откроется молочный завод в Сибае, откроется завод по производству базальтовых плит, откроется новое овощехранилище Благовещенские, плюс появится крупный перерабатывающий завод по ТКО, по мусору. И во всех этих предприятиях где-то от 100 до 500 человек каждое предприятие откроет новые рабочие места. Вот поэтому с этой точки зрения инвест Сабантуй прошел на высоком уровне. Я думаю, он каждый год уже подтверждает свое назначение. И на следующий год будет то же самое, уверен в этом. Мы знаем, что по установке, которую дал глава Башкортостана Ради Хабиров, у нас в Башкортостане любой инвестпроект, он упаковывается за 1 месяц. То есть за это время там все документальные, все сопровождение буквально вводят инвесторов за руку. С учетом такой практики, как вы считаете, в Сибае, каким образом дальше можно ожидать развития предпринимательства? Ну, во-первых, у нас все-таки бюрократия, в хорошем смысле этого слова, как нас Макс Вебер учил. Все соглашения, которые подписаны, это не просто взрыв чего-то там, новостей или эмоций, это подготовленные заранее соглашения. Они прорабатываются очень долгое время и более много, чем 1 месяц, любое соглашение, тем более такого уровня. Поэтому все эти соглашения уже проработаны, и уже подписав их, они с завтрашнего дня начнут воплощаться. Это вопроса даже нет. А новые? А новые нужно прорабатывать. В свое время, когда я еще работал в Минэкономразвитии, мы тоже вот этим большим вопросом занимались. Подготовка инвестпроектов. Есть идея у человека, есть воплощение. Иногда идеи с воплощением расходятся, иногда не сходятся, но не получается на земле воплотить в жизнь. Либо это препоны на уровне местной администрации, либо у предпринимателя не хватает денег построить инфраструктуру, а идея у него хорошая, и на сам бизнес у него деньги есть. Либо он не может взять кредиты, субсидии. Вот в этом плане мы должны помогать инвесторам. Мы должны упаковать все вопросы, задать. Те, которые со стороны государства мы можем помочь, должны поддержать, подтолкнуть его, чтобы он дальше реализовывал свой инвестпроект у нас, а не убежал куда-нибудь в другой регион или в другую страну. Вообще, Сибай, насколько интересная территория для бизнеса, особенно для малого? Любой город у нас интересен и для малого бизнеса, и для развития. Именно Сибай почему? Ну, во-первых, все-таки это Зауралье, и вот, кстати, на этом форуме очень серьезно обсуждались вопросы агломерации. На самом деле, вот такие города, они являются как магнитом для соседних районов, для поселков, для деревень. Мы не можем строить в каждом поселке, деревне большие производства, театры, кинотеатры. Все-таки люди тянутся куда-то в центр культурный. Так вот, пусть в Зауралье будет такой один большой магнит, центр, куда могут люди присоединяться. Вообще у меня такая идея, наверное, очень такая веселая и интересная. Надо бы на какое-то время переносить столицы. Вот если, например, Уфу перенести в Сибай как столицу на какое-то время, не Уфу, а столицу из Уфы перенести в Сибай на года 3-4, вот будет развитие. А Москву, столицу, перенести в Уфу, например, на некоторое время тоже, это будет большой толчок к развитию. В рамках Всероссийского инвест-сабантуя «Зауралье-2020» какие наиболее интересные заявления вы отметили? Ну, заявления, прежде всего, все-таки по поводу агломераций. Это первое. Второе. У нас очень много вопросов обсуждалось, тоже связано со средствами массовой информации, как они влияют на привлечение инвестиций. Я как раз принимал участие в этих мероприятиях. Были такие круглые столы смарт-тека, были заседания отдельных секций с ОСИ. Вот у нас Чупшева Светлана прилетала специально со своей делегацией. Тоже многие вопросы обсуждались именно в разрезе не просто заявлять об инвестициях, а как реально их привлекать и чем мы можем отличаться от других регионов. Вот эти вопросы для нас они самые важные. Потому что мы можем много говорить, проводить форумов, но нужны реальные результаты, которые вот уже видны
в нашей работе. Флюр Минзакидович, ну вот одна из секций называлась «In Region. Города, в которых хочется жить», в том числе Светлана Витальевна Чувшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, озвучивала и предлагала в российских регионах развивать национальную социальную стратегию, то есть развивать социальное предпринимательство. Как вы оцениваете положение вот этого вида бизнеса сегодня в Башкортостане, да, и как вы считаете, близка ли им эта идея, что при поддержке государства и дальше можно осуществлять политику, когда в центре ее человек? Конечно, любая политика должна быть такой, в центре ее должен быть человек, а не какие-то обездушенные предметы. Статистика или документы, Да, отчеты и так или далее. заводы пустые, без людей, такого быть не может. Но вот термин «социальная политика», он по-разному трактуется. И вообще раньше для меня он был такой несколько необычный и не очень сильно его принимал. Потому что я всегда считал, что предпринимательство все-таки это определенная деятельность с целью заработать деньги, прибыль и так далее. А социально я плачу налоги, вот и занимаюсь там социалкой. Но, конечно, в последнее время, вот уже работая на госслужбе, я посмотрел на это все сквозь призму другую. Социальное предпринимательство – это, да, действительно, то предпринимательство, где есть такие вот сущности для людей и связаны именно с социальными отношениями. Это и обучение, это и что-то связанное с детьми, плюс какие-то народные промыслы и прочее. Есть огромное количество бизнеса, с которым нельзя подходить с мерками настоящего бизнеса. Они просто умрут, если им не будет оказаны поддержки. Поэтому социальное предпринимательство, оно именно нуждается в поддержке и в продвижении. Оно вот как раз для людей. Может быть, его как-то новый термин придумать, чтобы так не связывался социальное и предпринимательство. Потому что у нас в голове не всегда эти два термина соединяются в одно и то же. А вот по поводу городов и так далее, вот мы с вами живем в городе столице Республики Башкортостан, Уфа. Вот у нас есть мэр города, и, наверное, у жителей разные отношения к нему. Вот эти вопросы поднимались. Также у любого жителя республики разные отношения к своим мэрам. И вопрос обсуждался, кто такой мэр города? Это коммунальный мэр или социальный мэр? Или фантазер. Да, или фантазер. Который да. живет Вот, в будущем. да, например, будучи в Европе, мы с большой делегацией приехали в один французский городок и должны были встретиться с мэром. Ну, нас привели к котельне. Подошли, ждем мэра и прочее. Приезжает какой-то мужчина на велосипеде, припарковал свой велосипед, подошел к нам, поздоровался. Ну, поздоровались, стоим, ждем дальше мэра. Потом нам переводят, что это, оказывается, мэр этого города, 100 тысяч населения. Мы были, конечно, удивлены. Вот кто он, коммунальный мэр или фантазер, или велосипедист-мэр? Наверное, вот у нас, конечно, реалии все-таки пожестче в Российской Федерации. Наверное, мэр должен все-таки быть и коммунальным, и фантазером, и таким социально направленным человеком. Хотя и, как наш руководитель говорил республики, Радий Фарич, не все у нас мэры еще могут должным образом общаться с населением, выступать и так далее. Вот у нас такая закалка осталась, да, я занимаюсь там ЖКХ, так не пройдет. Сейчас нужно заниматься городом как большим живым организмом. Все нужно учитывать. Тем более есть такие вещи, как интернет, есть такие вещи, как соцсети. Нужно быстро реагировать, видеть запросы. Так не получится, как раньше. Написал письмо с жалобой куда-то там, долго-долго рассматриваешь, оно обратно к тебе вернулось. Нет. Людям не нравится, они быстро напишут, скажут, потребуют дорогу, потребуют садик, и нужно мэру реагировать. Поэтому мэр это вот как раз на острие всех проблем. Вот эти вопросы тоже обсуждались у нас. Насколько развито социальное предпринимательство в Башкортостане, на ваш взгляд? Ну, я по своей работе вижу, считаю, что недостаточным образом оно развито. У нас сейчас есть и комиссии при госсобрании по социальному предпринимательству. У нас плюс разработан закон, сейчас будет принят по социальному предпринимательству. Но думаю, вот этими всеми усилиями, наверное, мы все-таки его будем развивать дальше. Но мне казалось, надо еще больше заботиться о бизнесе, о среднем малом, который социально еще пока непонятно, а социальный бизнес уже должен быть идти рядом с основным бизнесом. Потому что если вообще бизнеса не будет, если не будет налогов, если не будет много работы у людей, то, мне кажется, людям будет не до социального бизнеса. Ну, а вы говорите, инновации предполагаются. На что они направлены? Направлены инновации, прежде всего, на снижение налоговой нагрузки. Если у вас социальный бизнес, то это отдельные ставки по налогам. Они у нас уже были, сейчас мы их продлеваем, плюс вводим новые ставки по налогам. В том числе по упрощенной системе налогообложения и по основной системе налогообложения. Отдельные ставки. Не так давно уполномоченный при президенте России по предпринимательству приезжал Борис Титов. Вы и глава Башкортостана Радий Хабиров открывали общественную приемную. Она расположена около гостиного двора в Уфе. Много ли сейчас посетителей? Ну, понимаем, что коронавирус вносит коррективы, да, в работу, но тем не менее, как работаете на новом месте?
посетителей много, но большую часть посетителей мы принимаем удаленно, онлайн, через Skype, через Zoom и по телефону. Но также те, которые острые горячие вопросы, им нужно прийти, или они уже у двери находятся, мы, конечно, их всех принимаем. Вопросы все те же самые, просто стало намного удобнее. Вот сегодня с утра ко мне приходили и предприниматели, и представители бизнес-объединений, которые не были у нас. Они сходу сказали, ну просто, говорит, как маркетологи, у вас красота, вот идешь с тротуара, даже ступенек нету, и заходишь сразу, говорит. А раньше нужно было пойти по коридору, найти, поискать вас, зайти, приемные, пропуска. А сейчас мы стали, ну просто повернулись лицом к предпринимателям, тем более адрес известный, и уже от них не отмахнешься. Они через окно меня увидят на месте или не на месте, всегда могут зайти. Потому что мы, конечно, госорган, но мы должны работать именно как предприниматели, легко доступными, открытыми. Вот это наш общественный прием, конечно, большое для нас достижение, что вот именно удобное, именно легкодоступное и всем известное нашим предпринимателям. Так что всех предпринимателей прошу в гости со всеми проблемами и предложениями. Филипп Загитович, мы знаем, что принималось, и когда началась только пандемия коронавируса, целый антикризисный пакет, в том числе по поддержке предпринимательства. Мы ожидаем, что будет вторая волна, и сейчас на всех уровнях власти об этом говорят, чтобы соблюдались меры и так далее, потому что еще неизвестно, насколько сильной она будет. Ожидается ли появление новых мер поддержки для предпринимателей здесь, в Башкортостане? Какая ситуация, вообще что обсуждается? Ну, по моим сведениям, на сегодняшний день федеральной властью не рассматривается какого-то нового комплексного плана по мерам, потому что пока второй волны нет и не на что реагировать. И потом, все-таки государственный механизм работает так. Если возникает какая-то проблема, если ее можно предупредить, мы ее предупредим. А если мы пока не знаем, что это будет и вообще будет ли, никаких действий предпринято не будет. Но по всем старым мерам идет доработка, и те проблемы, которые не дорешились, решаются уже практически в ручном порядке. Мы привлекаем и контрольно-надзорные органы, поэтому давайте пока будем по факту работать. Если будут проблемы именно со второй, какой-то еще другой волной, я уверен в том, что будут приняты меры. Ну и главные инновации этой осенью. Какие ждать? Главные инновации этой осенью в каком плане? Если в плане бизнеса? Для бизнеса, конечно. Ну, для бизнеса, я думаю, что главная инновация, наверное, будет воплощение в жизнь принятых мер, соблюдение новых прав предпринимателей из положительных вещей. Из не очень приятных вещей для предпринимателей, это, конечно, отмена некоторых налоговых режимов, ЕНВД, например, и большой части предпринимателей придется переходить на другие системы налогообложения. Ну, вот я, как уполномоченный, сейчас инициативу буду проявлять по созданию какой-то рабочей группы по бесшовному, безболезненному переходу с одного режима на другой режим, потому что там есть серьезные проблемы, увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей. Вот это мы не хотели бы допустить. Ну, давайте это будем обсуждать осенью. Спасибо большое. Да, вам спасибо. Спасибо, Филипп Загитович. Это была программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Не переключайтесь.